Я хотел просто, чтобы, пользуясь тем, что вы сказали, подтвердить о том, что российские СМИ пытаются максимально замолчать о том, что вчера произошло в Москве. И, к великому моему сожалению, это характерно и для тех СМИ, которые себя называют либеральными. Позавчера ночью я написал небольшой пост такой с инфографикой, и где просто обратился напрямую к правозащитным организациям России, к совестливым журналистам, прийти их как раз вот сегодня к Верховному суду Российской Федерации, где будут рассматриваться дела в отношении 4 крымских татар. Мне удалось как бы убедить «Эхо Москвы», сайт, чтобы они этот пост разместили у себя. У меня там есть блог, я там очень редко, но печатаюсь. Они его разместили, и через час они его уже убрали в архив, и к нему практически нет доступа ни у одного читателя, если он не знает специально адрес этого поста. Я, конечно, высказал свое такое удивление редактору этого сайта, но я просто хотел этим подчеркнуть о том, что, к сожалению, того, что происходит в Крыму, вообще темы крымской оккупации, оккупации Крыма Россией, темы преследования крымских татар в Москве просто боятся говорить даже либеральные СМИ и либеральные журналисты, за исключением, конечно, некоторых. В то же время со стороны некоторых журналистов ко мне были укоры о том, что они не знали, когда и что будет на Красной площади, они могли бы лучше осветить это событие для того, чтобы об этом знал и мир, и знало в какой-то мере и российское общество. Но я так понимаю, что здесь организаторы исходили из некоторых вопросов, ну, скажем, конспирологии, в хорошем смысле слова, без всяких там каких-то плохих замыслов, но для того, чтобы эта акция удалась. Я думаю, что впредь надо подумать о том, чтобы несколько там журналистов, которые есть в Москве и в состоянии объективно освещать такие события, чтобы они, ну, каким-то образом тоже знали о подобного рода явлениях.